идем. Вот здесь время. Никаких. Нет. Не время. Нет. Вот заявка была. Все, вы не можете нас запретить. Заявка была на публичном слушании. Я руководитель Я телевидения. знаю, что это Вот. Ну и все. Вы не можете противопоставить. Эти документы. Обоснуйте свои действия. Все. Эти документы. Все обоснуйте. Вы не занимаетесь противоправными действиями. Так что я иду на публичное слушание. Все. Минуточку. Студия телевидения. Минуточку, Евгению Алексеевичу позвонили. Я еще раз говорю, вы препятствуете, вы нарушаете закон о связи. 47-ю статью. И закон о СМИ. Закон о СМИ, 47-я статья. Пункт 2. Имею право, вот, читайте, имею право полностью. Тимофеев Владимир Александрович. Все, проходим. Номер 6 каталога, номер 7 в больнице, номер 9 ГУ-22, номер 10 Шевлей и номер 18. Перевод потребителей котельной номер 15 ОМС 205 на индивидуальное отопление с последующим закрытием котельной. Кроме разработки плана развития системы теплоснабжения города Канаш, система теплоснабжения предполагает установление единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования. Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных правительством Российской Федерации. В настоящее время предприятие МПУК ЖКХ отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно владение на праве собственности и ином законном основании источниками тепловой энергии, наибольшей совокупной установленной тепловой мощности в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Также статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения соответствующей системы теплоснабжения, способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МПУК ЖКХ технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке монитора снабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, надлежащим образом исполняет обязанности перед иными теплоснабжающими теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности, осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. Таким образом, в соответствии с правилами Организации теплоснабжения Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года номер 808 администрации города Канаш, предлагается определить единой теплоснабжающей организации города Канаш предприятие МП УК ЖКХ. На основании вышего изложенного рекомендую главе города Канаш Чувашской Республики утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования города Канаш на период 2013-2028 года по состоянию на 2023 год. Так, доклад закончен. Имеются ли у участников публичных слушаний вопросы? Так, пожалуйста. Александр Николаевич, Канавский город, 70. Первый вопрос. Что мешает администрации города Канаш внести изменения и дополнения в устав МП УК ЖКХ? Что означает, во-первых, две буквы МП малые предприятия? Если это унитарные предприятия, почему отсутствует название
предприятие слово «унитарное». Муниципальное унитарное предприятие руководствуется своей деятельностью законом о государственных муниципальных унитарных предприятиях. Так? А в нем четко указано, что предприятие может вести только те виды экономической деятельности, которые предопределены его уставом. Посмотрите, пожалуйста, в уставе города Канат, в уставе МПУК ЖКХ и в ЕГРЮЛ, какие виды основные, какие ответы указаны, касающиеся теплоснабжения. Единственный вид ответ – это производство пара и тепловой энергии, котельной. От законного теплоснабжения в администрации города прекрасно должны знать, включает в себя 3 вида деятельности. Это эксплуатация теплосетей, кроме этого указанного, и плюс еще поставка тепловой энергии, то есть продажа потребителям. 2 основных видов экономической деятельности в уставе нет. Это первый вопрос. Второй вопрос. Чем объясняют проектанты и администрации города Канаш, что в схеме теплоснабжения для 29 котельных в городе Канаш предлагается один единственный температурный график 75-65. Такого температурного графика я еще в прошлом году предлагал на публичном предложить авторам этого, представить авторов этого температурного графика Нобелевской премии. Когда температура от минуса 18 до минуса 32, на выходе из любой котельной плюс 75 градусов, на обратке плюс 65 градусов, а до минуса 18 градусов там меняются температуры точно, не горизонталь идет. Такого не бывает в природе. Заложено, повторно заложено. И в этом проекте актуализации сделано. Хватит, по-моему, сейчас. Спасибо. Есть еще желающие? Вопросы я дам. 2 вопроса. Да. Вы предлагаете... Чем объясняет администрация города, что действует устаревший устав? Неужели для этого надо проводить миллионные проекты, готовить, чтобы подготовить устав муниципального унитарного предприятия, фактически соответствующий основным видам его деятельности, а не устав организации, который контролирует деятельность других муниципальных предприятий. Вы где это видите? Прочитайте устав. Проектанту надо ставить 2, проект актуализации смены подготовлен без использования устава, актуального устава. Его вы не найдете ни на официальном сайте, ни на официальном сайте МПУК ЖКХ, нигде в открытом доступе. И второй вопрос. Да, устава у нас под рукой нету, к сожалению. Почему? Чтобы отключить его. Не знаю, какой устав нет. И по администрации, и МПУК ЖКХ. Вопрос первый. Неужели это системе публичного слушания? Да. Вот на второй вопрос, пожалуйста, дайте ответ. Нет, что в теме. Подождите. Кто председательствует? Вот следующий вопрос сейчас. Николай Иванович Белов или Евгений Алексеевич Козлов? Пожалуйста. Так, на первый вопрос мы вам честно отвечать не будем, потому что у нас нет устава. Второй вопрос у нас по схеме, по температурному графику. У нас котельные не паровые, а водяные. Поэтому
выше, чем второй. Поэтому и четвертому графику согласован Суть согласно. моего вопроса, как можно при температуре, в диапазоне температур от минус 18 до минус 32 градусов наружного воздуха поддерживать в многоквартирных домах или вообще у потребителей нормальную температуру от плюс 18 до плюс 22 градусов при одном и том же объеме тепловой энергии, который подается. Согласно прошлогодней у нас Где прошлогодние вы согласовали в этом году. согласовали в этом году. Лично вы. Поэтому, потому что у нас в прошлом году были те же самые графики. А замечания мои Да, и были замечания на прошлогодних публичных. И согласно нашим температурным графикам подписано, в городе не было никаких казусов, не считая индивидуальных случаев, в которых были виноваты неутепленные окна, двери и тому подобные вещи. Что было доказано. Не понимаете. Потому что на него отвечать. Так, следующий вопрос есть? В чем? Температурный график уже подписан. Слово для выступления предоставляется участникам в порядке поступления заявок на выступление. Регламент до 5 минут. Слово предоставляется Малышеву чтобы зал вас видел. Нам вначале отвечать, как мы видим себя в руках. Потом мы будем вести себя в руках. Делают замечание себя на себя. Посмотрите сначала зам главы в конце концов. Уважаемые собравшиеся на публичном случае. Вопрос у нас стоит по схеме теплоснабжения. Практически здесь, которые участвуют собственники, это те квартиры, которые перешли на индивидуальный конфликт. Никому не секрет, когда это уже борьба с нашей администрацией, то действительно вот администрацию, которая обеспечивает соответствующий должный уровень граждан, благосостояние граждан, законы федеральные об эффективном использовании, соответственно, понимая на 7-й год, что они здесь об этом ничего не знают. Вопрос был задан очень хорошо и правильно. Это давно работник, участвующий который в ТСЖ, он обеспечил неоднократно квартирный дом. Он правильно задал вопрос. По ИП УК ЖКХ. Это очень правильный был вопрос. Это единственная организация, которую у вас на сегодняшний день вы признаете данным уставом. И свои схемы теплоснабжения, которые будут обеспечивать тепло. Но когда мы начинаем судиться в суде, и никак не могут понять, что такое муниципальное предприятие, управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства. Одно наименование говорит о том, что это идет содержание многоквартирного дома, а не ресурсоснабжающая организация. Это вопрос давно уже стоит. И вам, как, соответственно, зам главы по имущественным вопросам, надо как бы понимать разделение. И он действительно вопрос правильно задал. О том, что не... Давайте так. Или вы сейчас ему сделаете замечание, или вы выйдете в конце концов. Вы непосредственно обратились к нему, поэтому надо отвечать. Я обращаюсь ко всем, ему в том числе. Он здесь не один сидит. Далее хочу сказать. Действительно, это ресурсоснабжающая организация. А мы говорим за нее, как будто бы она управляющая компания многоквартирного дома. Так в итоге, что она обеспечивает нам? Поставку тепла? Она нам обеспечивает продажу тепла? Она вырабатывает производство? Действительно, вот этот вопрос, как вы, нужно посмотреть, насколько соответствует действительности данное предприятие и схеме теплоснабжения, которую мы ее считаем как единственная организация. Нужно посмотреть, и хочу сказать, чтобы все шло в купе закона, необходимо как бы все преследовать в рамках закона. Писать штуки и задавались вопросом. По второму вопросу, на который вы, к сожалению, не смогли ответить, очень тоже жаль. Это большой вопрос, это все-таки потери тепла, которые графиком обеспечиваются. В других городах эти графики действительно, они идут, как и сказал уже предыдущий выступающий, они идут не горизонтально. В зависимости от температуры окружающей среды в зимний период, который происходит отопительный сезон.
Это, между прочим, ложатся денежные средства на наших горожан. И вы, как администрация города, должны прежде всего быть заинтересованы в этом. А здесь в основном горожане, насколько, судя по всему, это пенсионеры, многодетные семьи. Молодые уже выезжают из города Калаш и не хотят практически оставаться. Работы нет. Что можно дать? Плюс ко всему пенсионеры ущемляются в том, что они платят за то, что не получают. Вот сейчас возвращаясь как раз к индивидуальному отоплению. 7 лет борьбы. 7 лет. Представляете? За 7 лет мы потеряли 2 пенсионеров. 2, которые не добились этой справедливости и правды, в конце концов. Это единственный муниципалитет Чувашской республики, который стоит и бьет на своем себя в грудь. Мы правы, мы хотим, чтобы вы платили. За что? Говоря о том, что вот ваши суды вас не поддерживают. Так вы, администрация-то, нас не поддерживаете. Вы те, которые созданы орган местного самоуправления, 131 федеральный закон. Какие вопросы вы рассматриваете там? Вам надо каждый день как книгу, соответственно, настольную держать у себя на работе и смотреть, как вы должны относиться к гражданам. Приходили сейчас неоднократно, соответственно, хочу сказать, тоже обращались по схеме снабжения именно на квартирный дом, который необходимо предоставить нам для сведения, которые имеют систему отопления на квартирном доме, до крана двойной регулировки. Что отвечает нам администрация? Наши собственники просто вот действительно от нашей доблестной администрации, вот вопрос, конечно, к главе города, как вы вообще контролируете их работу. К сожалению, его нет сейчас здесь, Олег Валентинович, но мы обязательно к нему обратимся. Когда лично наш председательствующий мне неоднократно говорит: Наталья Геннадьевна, он сказал, мы вам ничего не дадим, не обращайтесь. Я считаю, что это просто саботаж администрации, который не хочет никак воспринимать, что нужно помогать собственникам и решать эту проблему. Закрыть, в конце концов, ее раз навсегда. И не тянуть ее годами, пока последний пенсионер не уйдет с этого света и с этой земли. То, что касается индивидуального отопления. Всем известно, что мы все-таки добились и обратили, и с нами занимаются нашим решением вопроса Министерство энергетики Российской Федерации. Последний ВКС, который был у нас 28 июня, при участии, соответственно, нашего господина Козлова, председательствующего сегодня на публичных слушаниях, Министерство энергетики рассказывает про публичные слушания, которые необходимо, соответственно, включить все дома. Не в зависимости от того, есть квартиры там индивидуального отопления, нет этих квартир. Данные, кроме того, что ВКС был озвучен, и порядок, соответственно, проведения и разработки данной схемы, Министерство энергетики не поленилось и разослало всем письма рекомендательного характера. Что у нас говорят? Да. 5 лет прошло. Да, секундочку, перебью. Сейчас с других сейчас начинаете, да? Что? Вы тут еще представляете двоих, я смотрю, да? Сейчас я пока представляю свои идеи. Ну, ваше время вышло. 5 лет, да. Время? Да. Теперь вы... Хорошо, автор закончено. Ничего страшного. Спасибо. Так, слово для выступления представляется Михаилу Николаевичу Сандрову. Выступаю в свою очередь. Пожалуйста, Кому передается? Анне Петровне, который предыдущий выступающий мне уложил. Нет, Наталья Геннадьевна, вы не даете? Нет, не вам. А вы мне Вы же выступающие записаны. Да. Михаил Николаевич, выйдите, да? Давайте. Да. Свою мысль. Раз у нас 5 минут, Я очень. Так, давайте, друзья мои, Ну, хорошо. соблюдать регламент. Михаил Николаевич, выйдите, пожалуйста. Снимаю, потому что у меня есть о чем сказать дополнительный регламент. Да. Я вам предлагаю. Хорошо, я выступаю. Давайте. Так, товарищи, конечно, индивидуальное отопление продолжим. Я хотел, чтобы они связанные были выступления. Но дело ваше. Тех, у кого квартиры или нежилые помещения с индивидуальным отоплением. Давайте возьмемся за те вопросы, которые не отражены. Они-то есть, упомянуты, но никакого решения этих вопросов это коммерческий учет производимого котельными
тепловой энергии, горячей воды и коммерческий учет поставляемого в многоквартирные дома тепловой энергии и многоквартирные дома индивидуальным собственникам индивидуальных квартир и нежилых помещений горячей воды. Эти вопросы не раскрыты, там просто сказано отсутствие счетчиков котельных и отсутствие счетчиков в многоквартирных домах приводит прежде всего к отсутствию невозможности оценить эффективность эксплуатации тепловых сетей кем? Теплоснабжающей организации. Так? И мы невнимательно, и я невнимательно, нет времени прослеживать все. Хочется не подменять администрацию, не подменять сектор муниципального жилищного контроля, просто жить жизнью пенсионеров. Но в 2022 году схема теплоснабжения четко и ясно указано: 29 котельных, из них оборудованы счетчиками тепла 11. Проект актуализации схемы теплоснабжения, 23 год. Год прошел. Что должно было происходить при нормальной работе МПУ, ЖКХ, администрации города, управляющих компаний и так далее, и собственников нас? Вместо 11 котельных должны были бы обеспечены под нашим требованием все 29 котельных счетчиками тепла. Это не требование 22 года, не требование 23 года. Это закон о теплоснабжении, о повышении энергоэффективности и энергосбережения. Есть такой закон? Есть. Действует? Действует. Сроки были определены до 2011 года. Все. Не устанавливают собственники, управляющие компании заставляют, управляющие организации собрания добивают собрания. Не работают управляющие организации, включая теплоснабжающие организации. И теплоснабжающая организация не работает, тогда подключаются надзорные государственные органы. У нас я не говорю про сектор муниципального жилищного контроля. Так? Вот так. Самое главное, в 2019 году, 4 года тому назад, приняты в эксплуатацию блочно-модульные котельные. Назовете сразу. Опять время вышло? Хорошо. Да. Слово представляется. Ага. Все. Я послушал, Евгений Алексеевич. Как записали, Садил Жукович, пожалуйста. Наталья Геннадьевна передает. Нет, что у нас нет времени, что ли? Пожалуйста, не задерживайте друг друга. Не задержим, не переживайте. Не скажу просто, хочу сказать. Письмо, возвращаясь к письму Минэнерго, который разослал 90 собственников, включая администрацию ЖКХ. В этом письме как раз указывается рекомендация о том, что администрация города должна принять и включить все дома, вне зависимости, как я сказала уже, имеется в этом доме индивидуальное отопление квартиры или не имеется. Дабы в последующем эти дома, если такая техническая возможность имеется, перевести их полностью или частично на индивидуальное отопление. На сегодняшний день законом не запрещено переход одного или нескольких помещений на индивидуальное отопление. Однако администрация города Камаш препятствует этому и, соответственно, тем даже жителям и собственникам, которые где перешли в 2005-2010 год. Чтобы решить хотя бы частично этот вопрос, и Минэнерго, соответственно, предлагает о том, чтобы наши квартиры, которые перешли ранее с 2005 по 2010 год, вне зависимости жилые и нежилые помещения, включить их в схему теплоснабжения.
Данный раздел предусматривает часть 5, таблица 1.5. К сожалению, какой год мы просим, да, чтобы необходимость включить наши сведения, администрация города препятствует. Между тем, в НЛКС четко сказать, в случае отказа, что будет вынуждены предложенным собственникам, каким образом пойти. Делаем вывод о том, что администрации города Канаш неинтересно, чтобы изначально собственника включить и решить данный вопрос, а именно только тогда, когда все круги ада пройдут собственники, обратятся после того, как данную схему признают ее, да, утвердят ее, мы будем вынуждены подать жалобу в Министерство строительства Российской Федерации, как нам было и предложено на ВКС, обжаловать эту схему, и когда уже придет предписание, администрация города Канаш будет, соответственно, включать все наши команды. Тогда вопрос, уважаемый председатель, почему сейчас изначально нельзя включить список тех квартир, жилых, нежилых помещений, у вас, соответственно, такие сведения имеются, которые имеют и сегодняшний день и потребляют индивидуальный источник тепловой энергии. Вы письменно обращались в администрацию с этим? Конечно. Да. Вот мы получили письменный ответ. Я сказала сейчас еще раз. Да. Почему письмо? Мы письмо в Минэнерго не обращались. Когда вам Министерство энергетики предлагает включить всех сразу, вы не хотите и хотите принять схему без тех Министерство учетов. энергетики Да. Вы поняли? предлагает. Предлагает. А что он должен вас описать? Вот, предлагает Да. ключевое слово. Мы, согласно закону, вам ответили. Почему мы не можем включить вашу схему теплоснабжения? Все ответы вы получили в письменном виде. Тогда, сейчас, секунду, подождите. Тогда, по вашему мнению, вы сейчас на публичных случаях хотите сказать, что рекомендация Министерства энергетики Российской Федерации с указанием норм закона, правовых актов, действующих на сегодняшний день, указывая вам о том, включить необходимо тех же собственников жилых, нежилых помещений с использованием индивидуального отопления, заблуждаются. Я правильно сейчас поняла? Вы тут не изворачиваетесь. Нет, подождите. Вам ответили согласно федеральным законам, на которые Министерство энергетики не может повлиять. Вам ответ Вы был. сейчас подождите, я обращалась. Вызовите скорую. Вас полиция есть здесь, пожалуйста? Вы мое время, когда отвлекаетесь, останавливаете. Я к вам обращаюсь. Да, слушаю. То, что когда мы обратились, это было совсем другое. А здесь я спрашиваю по письму, которое здесь написано в шапке, администрация города Канаш. Идеально красиво. Они вам предлагают включить. Вот они нам пишут письмо, мы им ответим. Вы ответили? Да, вы какое отношение? Все, тогда понятно. Ну, так я что сказать. Все, спасибо. Слово предоставляется Луждемой Валерии Петровне. Скорую немножко погодить, сейчас я высуну, на то мне хотел скорую вызвать. Добрые люди. Добрые люди, да. Вот все прям сидят, прям не на радость, администрацию всю согнали. Такие все послушные. А что с ними говорить? Ну вот что говорить с этими людьми? Что в администрации? Вот Беловский тоже улыбается. Ему тоже, кстати, скоро вызовите. Вот нам тоже скоро вызвать надо, да. Все тут у нас депутат сидит, самый главный у нас по ЖКХ, еще представители корпуса. Прям цвет у нас города весь присутствует. Бьемся с этой проблемой, уже только ленивый, глухой и слепой не знают нашу проблему. Все в курсе, все абсолютно, значит, знают, что мы правы, все, кому надо. Вот сейчас Светлана там поднимет Сладкова, она вам в частной беседе тоже скажет, ну, как юрист, я надеюсь, у нее хорошее образование, надеюсь. Она вам скажет, что все законы сейчас на нашей стороне. И то, что Министерство энергетики, Москва, люди тратят свое время, в стране больше вообще нету вопросов, ведь да, у нас только вот администрация, наше индивидуальное отопление. У директора департамента глаза вот такие вот на ВКС от вашего, кстати, вот, деятельности вашей. Да, мы помним, да. А вас что останавливаете? Там вообще ни слова не сказали. Вы там
потому что шли, что ехали. Вам сказать-то нечего. Вы даже не понимаете, о чем вы говорите. По бумажке читаете, вы слов не понимаете. Сидите, нам не руководите. Вот поэтому у нас и бардак до сих пор. Тут вот поднимал, кстати, товарищ Александр, правильно вопросы все поднял по схеме теплоснабжения. Так я вам отвечу, почему у нас 7 лет, 4 года и так далее, и счетчиков, и еще меньше будет счетчиков. Потому что им не надо вот эта энергоэффективность, понимаете? Это, наверное, в Москве нужна. А вот эти вот всем нашим товарищам, которые тут в том числе присутствуют, очень удобно свои дела делать в мутной водичке, понимаете? Когда у нас почти весь город, Данилов тогда приезжал к нам, когда у нас был ВКС, да? Где там были в том крыле? Что вам мешает установить общедомовые счетчики тепла? Вас Данилов спрашивает, а у вас до сих пор схема теплоснабжения, даже от котельных счетчиков меньше. Что вам мешает? Желание что-то такое поиметь вам мешает. Вот и все. Это пусть вот вся администрация тоже знает, которая вот сейчас будет голосовать и поддержит ваше руководство. Вы знаете, что они имеют больше, чем вы. Знаете, почему они это делают? Мы-то давно такие выводы сделали. И почему у нас Лукашка до сих пор? И почему у нас директор Кириллова? Сколько лет у нас сидит Наташа? А должна была уже, сколько раз должны были уже переизбрать, хотя бы сделать какие-то липовые даже выборы? Сколько раз? Нисколько конкурс. Почему? Все потому же. Потому что своя рубашка ближе к телу. Сели около кормушки и сидим спокойненько. И не нужна нам никакая энергоэффективность. И те вот из вас администрации, которые работали, согнали вас тут всех, понятия не имеете, что тут. Так, я ровно уже 54 года. Это очень близко к теме, абсолютно близко к теме. Вы имеете в виду, что поддерживать вот эту схему теплоснабжения, вы двумя руками голосуете за холод в ваших квартирах. За холод, за плату по нормативу вместо счетчика. Вы двумя руками за это сейчас голосуете. Так, и значит, опять-таки, как и обычно, да, требуем схему теплоснабжения, в конце концов, включить наши квартиры в индивидуальное отопление, как того требует закон. У нас такое ощущение, что у нас администрация как-то вот или читает, не так, написано русским вернее, да, русским по черному, как-то не так читает. Не свои законы. У нас, значит, Министерство энергетики свои законы, да, федеральные, 190 ФЗ. А у нас администрация имеет право там, где запятая, точку поставить. Там, где ей хочется, просто так. Да. Потому что мы смысл-то вообще не понимаем, что там написано. И не хотим понимать, и вникать не хотим. А зачем? Зачем? Зарплата идет, все хорошо, да? В Багдаде все спокойно. Потому что как это мало что Слободина, еще Тимофеев. Нам один раз вот головой пустой. Ну ладно, потерпим. Спасибо. Ой, здоровье! Рязанова. Пожалуйста. Рязанова, следующий. Вот, которая отгородилась от всего города, от всего. В администрацию не зайти, не пройти. Это вы знаете, это вы, Так, администрация. Вы должны быть слуги народа. Вот вы в том числе должны быть слуги народа. И вы. А вы что? Отгородились от народа. Мы никого не пускаем. Пожалуйста. Публичные слушания. Мы никого не пускаем. Как не боится народ? Продолжайте. Разрешение не пропустит. Я никого не запрещаю проходить. Там не пускают вообще-то. Нас тоже хотели развернуть. Ну, конечно, блин, да, для нашего главного времени играет, да. Мы же все работу делаем, да, товарищ главный. Так, прекратите, сейчас разберемся. Пока дайте человеку выступить. Слушаем. Я буду читать. Пока Да, пожалуйста, уже обратно развернуться. Вы людей пустите. Народные наши любимцы. В общем, как начинается период отопления, так в наших домах начинаются проблемы. Я буду читать, вы... Ага. Зал, обратитесь, пожалуйста. Проблема по обеспечению теплом наших домов начинается ежегодно с начала отопительного сезона. Это у всех.
В течение 5 лет жильцы дома обращались ко всей инстанции по этому поводу. Администрации города, управляющей компании ЖКХ, депутату Госдумы Семенову, жилищной инспекции по Чувашии. Но с каждым годом наблюдалось только ухудшение по обеспечению теплом нашего жилья. Температура в угловых квартирах, вот лично у меня, доходила до 12 градусов. Стенки покрылись плесенью, о чем я фотографии показывала и могу еще и сейчас вам показать. Я их принесла. Раньше в нашем дворе был теплопункт, который был уничтожен, продан на металлург. Раньше вода с ВРЗ поступала в этот теплопункт, дополнительно нагревалась и тогда распускалась по теплосетям нашего квартала, и наш дом в том числе. Было тепло, и никто никогда не жаловался. Значит, этот теплопункт уничтожили, продали, сдали в металлург. Поэтому проблему по обеспечению теплом нашего жилья решать никто не собирался, ссылаясь на различные мелочи. Вот как вы сейчас сказали, то окна пропускает, то там закушка не так закручена, еще что-то. Это нам так ответил инспектор жилищной Чувашской. Проблему по обеспечению теплом нашего жилья решать никто не собирался, ссылаясь на различные мелочи. А эту проблему надо было решать кардинально. Мы просили всего-навсего. Мы не просили индивидуального отопления в себе. Не просили никто. Решить вопрос с газовыми ограничениями по отоплению. Потому что город этому газовикам, Газпрому задолжал в то время 24 миллиона рублей. И, естественно, они ограничили подачу газа для подогрева воды. Дальше. Решить вопрос с оплатой за отпускаемое тепло. Мы платили ЖКХ. Так переведите нас, чтобы мы платили теплосетям, и проблем бы не было. Дальше. Возложить возможное строительство новой котельной вместо прежней или установки мини-котельной. Вот все, что мы просили. Обеспечить индивидуальным газовым отоплением наши дома или отдельные квартиры. Мы с таким не выходим. Нам было все равно, каким образом администрация города обеспечит наше жилье теплом. Мы не просили индивидуального квартирного газового отопления. Администрация города, тогда был глава администрации Мясников, предложил этот вариант. После обращения жильцов дома к президенту России администрация города Канаш своим распоряжением номер 50 от 04.02.2011 года разрешила перевод многоквартирного жилого дома на индивидуальное двухквартирное газовое отопление. Значит, первый пункт. Разрешить ООО «Центральный» выполнить реконструкцию жилого дома по адресу город Канаш, Пушкина, 48, с переводом на индивидуальное двухквартирное газовое отопление. И второе. Контроль возложить на первого заместителя главы администрации Кириллова. Был составлен проект 15-квартирного на газоснабжение 15-квартирного жилого дома, то есть нашего Пушкина, 48. Заказчиком проекта были не мы, а заказчиком проекта была администрация города. Почему сейчас администрация города в лице главы администрации Михайлова упорно не хочет признать то, что было распоряжение прежней администрации города номер 50 от 04.02.2011 года о переводе многоквартирного жилого дома по улице номер 48 по улице Пушкина на двухквартирное индивидуальное газовое отопление? Непонятно. Ведь то, что ООО «Центральный» не довел до конца реконструкции дома на перевод на индивидуальное газовое двухквартирное отопление, есть вина и администрации города. Они не проконтролировали. Тот же Кириллов не проконтролировал исполнение своего распоряжения. Спасибо, В свое время выборы после моего выступления с этой трибуны вы, я имею в виду Михайлов. Спасибо. Сейчас нет. Я осталась ерунда. Самое главное, я не прочитала. Дай договориться. Учитывайте возраст. Вот именно. Мне 77 лет. Нет, а откуда 5 лет? Так, хватит кричать. Встала.
устанавливаем. Вы должны были к нашим выступлениям регламент установить сразу. Давайте без указания, что мы тут должны, сами разберемся. В свое время перед выборами глава администрации обещал мне вот с этой трибуны, что поможет в решении нашей проблемы. Просил меня принести все имеющиеся документы. Я их принесла. Нет. Я их принесла Алапьеву, кому он мне просил передать. Алапу, да. Так, помогите нашему дому сейчас, а не присылайте отписки, вот как вот сейчас вы присылаете, на наше заявление. Давайте, наконец, доведем начальное дело по переводу дома номер 48 на подквартирный индивидуальный газовый отопление. Еще вот прям вот стойте на связи. Поэтому прошу вас включить вот эту актуализированную схему теплоснабжения дома номер 48 по улице Пушкина, поскольку часть квартир и первый этаж дома занимает газпромный магазин, факел уже давно оборудованный с индивидуальным газовым отоплением. Также у вас имеется проект на газоснабжение 15-квартирного жилого дома по переводу на индивидуальный газовое отопление и другие документы, которые по просьбе были представлены вашему заместителю мною. Тем более, что в ходе проведения ВКС с участием заместителей директора департамента было предложено, было озвучено включить все жилые дома, расположенные на территории города Канаш, в эту схему. То есть у вас появилось основание сделать это. Все у меня. Спасибо. Спасибо. Так, внизу никого нет. Хрисанов у нас присутствует, ПГ? Кого говорите? Папа или зал? Пожалуйста. Для народа. Сюда выйдите, пожалуйста. Да, представляю интересы индивидуального предпринимателя Ефремовой Марины Сергеевны. У нее нежилое помещение, магазин «Планета», бывший магазин «Планета», сейчас «Пятерочка», 30-20. Данное нежилое помещение использует индивидуальный источник тепловой энергии с 2010 года. На основании, соответственно, документов, которые составились, выдавал еще разрешительные документы с предоставлением земельного участка бывший глава администрации города Канаш, это Валентина Ивановна Лукарова. Однако на сегодняшний день тоже к моему зрителю предъявляет требования об оплате всей площади за отопление, которое она не получает. Хотелось бы сказать администрации при соответственном обсуждении публичных слушаний схемы теплоснабжения надо напомнить, уважаемая администрация, что действительно постановлением 154 указываются требования и установлены требования федеральным законодательством о том, что необходимо предоставлять сведения, включая при наличии, вернее, при применении индивидуального источника тепловой энергии при условиях и случаях. То бишь, как эта норма звучит, это пункт 35, а пункт В. Любой, кто маломальски может читать, его может прочесть. Что необходимо включать сведения, схему теплоснабжения помещения уже с применением индивидуального источника тепловой энергии. Данное помещение, как я сказала, 2010 года. На сегодняшний день прошло 13 лет, помещение не включено. Я заметила ни одно единственное одно нежилое помещение в городе, которое имеет индивидуальный источник тепловой энергии. Таких много. Репина 12, соответственно, вот у Шулаева Алексея Сергеевича. Очень необходимо включить его в сведения данный объект. Есть Модерн, который у нас имеется. Также имеется, действительно, как и сказала Людмила Сергеевна, Газпром газораспределение. Это у нас Пушкина 48. Это нежилые помещения, которые также должны быть включены в данную схему, потому что они уже применяют источник тепловой энергии с индивидуальным. По какой причине не включаете, я не могу понять. Однако на сегодняшний день получается какая-то выборочная и разграниченность. Одних, значит, не включаем и не предъявляем, других тоже не включаем, но не предъявляем. Вот, пожалуйста, обсудите эту возможность. Соответственно, включить, может быть, все нежилые помещения, как раз схему теплоснабжения, не только жилые объекты, но и, соответственно, нежилые, которые используют индивидуальный источник тепловой энергии.
Все, я уложу. Да. Вы сразу будете представлять. Знаете, вот интересная все-таки ситуация. Когда собственники нежилого помещения вынуждены были также перейти в том, соответственно, объекте вообще не было никакого отопления. Оно переходило из собственника к собственнику, и действительно теплосети должны были знать, когда тоже так же там участвовали, когда на них взяли они на себя обязательства по поставке тепла. Данное помещение вообще было отключено от централизованной системы отопления. Тут ситуация. «Газпром» газораспределение с участием администрации города Камаш, нельзя сказать, не знала администрация. Администрация города Камаш давала, соответственно, этим собственникам листы согласования на работы, на земельные работы. Почему? Ведь к этим объектам «Газпром», соответственно, тянул отдельную линию трубопровода для обеспечения газа. Собственники забрали свои денежные средства, за свой счет, никому не предъявляя, установили соответствующие теплогенераторные и котлы, которые обеспечивают их тепло полностью большие объемы, потому что нежилое помещение достаточно и затратные они. Им было выгодно это. Это плюс ко всему, а они и, можно сказать, исполнили федеральный закон об энергоэффективности и энергосбережении. Однако говорить о том, что администрации неизвестны были обстоятельства о том, что они переходят на индивидуальное отопление, когда сами же администрация выдавали им разрешительные документы в части установки индивидуального источника тепловой энергии. Поэтому такие помещения, еще раз повторяю, необходимо включать в схему теплоснабжения города. Они должны быть, как и все многоквартирные дома. Вот принцип администрации города работы по разработке схемы теплоснабжения до сих пор нам, к сожалению, непонятен. Каким образом? Это нужно, то есть перейти индивидуальное отопление всех домов, включается в схему теплоснабжения. А те, которые имеют уже источники тепловой энергии, они говорят, вы должны изначально быть в схеме теплоснабжения. У вас какая-то, получается, разногласие в вашей позиции. То есть вы определите, если вы переводите тогда в многоквартирные дома, последующее на индивидуальное отопление все, которые у вас там в домах во всех районах, они у вас не включены. Вы их включаете после того, как перевели. А мы уже перешедшие, вы нас не включаете. Вот, пожалуйста, как-то дисбаланс берите, или до у вас должны быть, или после. Поэтому нежилые помещения, еще раз повторю, должны быть в ваших семьях снабжены. В случае мы будем обжаловать. Например, очень много там повторений. Вот сведения таблицы, например, внутри ознакомления 1.2.1 повторяются. За исключением, например, итоговые всего, строки всего. И таблица, другая, как уже казалось, 1.2.3, снова повторяется. Причем для всех котельных в последнем столбце НД о ходе продления ресурса и мероприятий по продлению этого ресурса, включая и старые, и новые котельные. Непонятно тоже почему. И потом, на предыдущих слушаниях мы даже задавали вопрос проектанту о том, что вот, например, котельная номер 25 и котельная номер 26 и 27 по улице Трудовой указаны нагрузки на вентиляцию. И указано, значит, там гидрокалории, что и куда, что вообще они вентилируют, где они находятся и в каких домах. Нам в прошлый раз проектант не ответил. И опять же, вот то же самое и здесь. То есть повторений. И очень много вот таких тоже повторений, как будто дублируются. И еще вот, например, сейчас. Ну, в общем, вот, есть вот рисунки, рисунок, схема 7.1, 7.28, где все графики, близнецы, как будто вот как под копирку там рисовали, и как нам показалось, как такое может быть. И мощность котельных, их КПД, нагрузка, теплоснабжение, все разное.
удельно, материальных характеристиках, таблиц 1, 3, 2, все тоже разнятся. Ну вот, то есть вот очень много вопросов. И заметили то, что копируется, все копируется. То есть как бы с предыдущей скопировали немножко сюда на, например, тот же предыдущий вопрос, и не получили ответ. Для меня сегодня очень значимо перед вами выступать. Ровно 20 лет тому назад моя нога переступила, и в городе Канаш открылось предприятие компании «Телеком Плюс». Когда-то «Телеком Плюс». И вот сегодня ровно 20 лет, и предоставляется такое условие, и смотрит, вернее, обсуждается очень и очень интересно. Соответственно, за эти 20 лет что было и что стало, все это перед моими глазами. Много людей, с которыми я работал, вышли в мир иной. Вот. Те помощи, которые когда-то администрация просила у меня, я всегда шел навстречу, выполнял и финансово, и в других областях поддерживали, так как город Канаш имел свое телевидение. Но сегодня получилось так, мы как будто администрация города и население города враги между собой. Как будто, вот это перед моими глазами все. Вот. Но этого не должно было быть. Я человек приезжий. Тогда администрация Кирева проводили собрания с жильцами, точно такие же проблемы и тогда были. И антенны, и крыши надо было ремонтировать. Много-много таких вопросов было. И мы, вот частные, отчитывались ежемесячно, сколько домов подключено, сколько с крыш убрано. Когда настал момент перейти на Пушкина 11, так как реализовывает имущество администрации, безусловно, 1,5 метра в подвале, яма, на первом этаже лестница. Безусловно, я побежал в управляющую организацию. Давайте будем решать эту проблему. Соответственно, тогда Мингазу пригоняет 2 машины, 1 машину в боя, 2 машину в землю, все затаскиваем, все вместе работаем, дружно. Я у него спрашиваю, чем тебе помочь? Если есть возможность, помоги мне крышу отремонтировать. Вопрос решен. Ну и вот так мы жили, так мы работали. Когда мы начали строительными организациями совместно работать, тоже находили общую точку взаимопонимания. Но сейчас мы не находим взаимопонимания. Это ненормальное явление. Как член Совета многоквартирного дома по улице Машиностроителя 39 в этом году провели, инициировали отчетное собрание. И у администрации во всех домах города многоквартирных имеется собственность администрации города. Мною, как инициатором, было предложено для рассмотрения 13 вопросов. И каждый из этих вопросов, посмотрите, пожалуйста, выделено отдельной строкой, чтобы можно было понять не общие слова, а можно было понять каждому из собственников, чтобы они смогли и дать свое заключение. Точно такой же бюллетень был направлен в администрации города Канаш. Александр, у нас это в теме постановления. Точно из тех рассматриваемых вопросов, 9-й вопрос здесь включен. Вы сами сказали, изоляция сетей. Вот как раз 9-й вопрос. Я не буду зачитывать. Изоляция сейчас, энергосбережение. И вот администрация города Канаш
Против, оказывается, обратите внимание, против изоляции. Вот 9-й вопрос. О чем речь идет? А мы сегодня рассматриваем актуализованную схему теплоснабжения, об энергосбережении. О чем? У меня слов нет. Спасибо. До свидания. Спасибо. Предложите, пожалуйста. Все. Вот это, Так, уважаемые граждане, вот эти бюллетени прошу приложить к проекту. выступающие у нас выступили в полном объеме. До премии можно короткий вопрос? Короткий вопрос. Пожалуйста, До голосования. начните голосовать. Нельзя? Николай Алексеевич, пожалуйста. Нужны тут Да. истории с вашим вопросом. Кто против? Чуть больно представьте. Мы против чего голосуем? Мы за что проголосовали и против чего проголосовали. Держался, пожалуйста. Слово в слово прочитайте проект решения. Проект решения. Да, я вам прочитал. Что? Ставится на голосование проект решения о актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования города Санаж на период 2013-2028 годы по состоянию на 2023 год. Что с этим проектом сделать? Одобрить, предложить его. Вот, Спасибо. Публичные слушания на этом отклонить проект, завершаются. получить, доработать. Всем спасибо. До свидания. А поведению кто-нибудь будет давать слово? Евгений Алексеевич. Спасибо. Моей работы. Первый раз встречаю такого руководителя. Впервые в жизни. Вы заблудились. Впервые в жизни.